В эфире итоговый выпуск новостей о самых заметных событиях пятницы. 15 января вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Завершаются последние испытания. Уникальный биопрепарат, способный помочь в борьбе с коронавирусом, разработали ученые в Якутии. Вступил в силу новый закон о дистанционном труде, к чему ведет взаимодействие работника и работодателя в цифровой среде. 10 лет они помогают людям восстановить справедливость. Профессиональный праздник отмечают сотрудники следственных органов. Перемерзшая канализация и водоснабжение, а двери в подъезд вообще невозможно открыть. В одном из столичных бараков люди живут в невыносимых условиях. В Алдане вместо 7 автобусов на одном маршруте осталось всего 3. Наш корреспондент разбиралась в проблеме. Его подход помогает школьникам в Нерюнгри полюбить королеву спорта. Расскажем о тренере по легкой атлетике. Очные занятия в школах России возобновляются с 18 января. Об этом сообщил министр просвещения страны Сергей Кравцов на брифинге в правительстве. С понедельника, 18 января, школы всех 85 субъектов, в том числе Москвы, открывают свои двери, возобновляя традиционный образовательный процесс. Надо иметь в виду, что есть и иные сезонные факторы, влияющие на учебу. Например, в Якутии температура местами опускалась до минус 50 градусов, что делает невозможным посещение школ. Но это не связано с ковидом, сказал Сергей Кравцов. По его словам, дистанционные технологии никогда не заменят традиционный формат обучения, а будут дополнять и развивать классическое школьное образование. Тем временем режим повышенной готовности в связи с эпидобстановкой на территории Якутии продлен до 15 февраля. Соответствующий указ накануне подписал глава республики. Также сообщается, что лица, прибывшие из Великобритании в регион, обязаны соблюдать режим изоляции в течение 14 дней со дня прилета. Работа домов культуры, саун, бань, а также проведение спортивных мероприятий разрешается при соблюдении санитарных норм. Групповые занятия могут проводиться с участием не более 15 человек. Запрещены дискотеки и иные танцевальные и интерактивные программы. Вместе с тем разрешены официальные спортивные мероприятия, включенные в единый план, но без зрителей. Между тем, за минувшие сутки в Якутии зафиксировали 162 новых случая коронавируса. В Якутске 71, в Мегино-Кангаласском районе 19, в Алданском 15 случаев, в Мирнинском 13, в Нерюнгринском 11, еще в 15 районах от 1 до 4 заболевших. За сутки региональные лаборатории провели чуть более 2800 исследований на ковид. В Якутии завершился второй этап клинических испытаний уникального биопрепарата. Он предназначен для лечения и профилактики коронавируса, а также реабилитации больных, перенесших инфекцию в тяжелой форме. Ульяна Шагина побывала в научной лаборатории и своими глазами увидела процесс создания БАДа. Экстракт коры березы спиртовой, который сейчас вот в данный момент вот отсюда испаряется спирт, я его перегоняю. Это самогонный аппарат, по сути. Оставшийся на дне этого аппарата осадок очистят химическим методом, в результате которого получится порошок. Далее в механохимической мельнице соединятся два главных компонента будущего биопрепарата. Это ягель и кора березы. Получаем однородный порошок, который впоследствии капсулируется. О полезных свойствах экстракта коры березы, правильное название которого бетулин, в научных кругах известно давно. Но впервые выделили его из белой части березы именно якутские ученые. Он обладает удивительными противовоспалительными, противовирусными и антибактериальными свойствами. В соединении с ягелем получается сильнейший противовирусный БАД. В стенах этого здания ученые Института биологии начали изучать ягель еще в конце 90-х годов. И сегодня уже всем известно, что ягель прекрасно выводит токсины из организма, нормализует иммунную систему и сдерживает тромбообразование. Как раз-таки одним из компонентов этого нового препарата является ягель. Первые клинические испытания бетукладина с разрешения регионального министерства здравоохранения проводились среди больных туберкулезом легких и таким опасным заболеванием, как гепатит Б и Д. Далее его тестировали уже среди больных и врачей ковидного центра. Там достаточно большая выборка, различные группы были взяты.
Поэтому, в принципе, уже по первичным данным можно судить, что очень хорошо работает. У принимавших в течение определенного времени новый БАД отмечено более быстрое восстановление организма, улучшалось общее самочувствие, исчезала быстрая утомляемость. По словам ученых, прием препарата, к примеру, в период заболеваемости ковидом уменьшает длительность и тяжесть острой фазы на 50%. Знаете, вирус – это всего лишь затравка, это спусковой крючок, само инфицирование. А дальше, значит, сейчас уже более-менее известны механизмы, как это происходит. Значит, поражаются прежде всего две системы. Прежде всего, собственная иммунная система. И второе, поражаемая система – это система свертывания крови. Если эти системы не защищать, то само заболевание будет протекать очень тяжело, ну и, к сожалению, иногда и даже с летальным исходом. И вот это вот третье направление защиты вот этих двух основных систем как раз, значит, в этом отношении и работает биологически активная добавка бета-клотин. Разработчики предупреждают, что в первую очередь бетуклотин – это все-таки не лекарство, а биологически активная добавка. Она не призвана лечить ковид, но при этом поможет организму не заболеть или быстрее восстановиться после болезни. Сегодня его уже запатентовали. Масштабная продажа начнется после получения разрешения в Федеральном Роспотребнадзоре. Ульяна Шагина, Илья Сыромятников, Якутск. Развитие минерально-сырьевой базы Якутии обсудили на площадке Гайдаровского форума. Это ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая собирает вокруг себя главных экспертов, членов правительства, топ-менеджеров России и мира. В этом году выбран девиз «Россия и мир после пандемии». В форуме активное участие принимает и глава Якутии Айсан Николаев. Так, в ходе одной из дискуссий обсудили развитие добывающей промышленности на территории нашей республики. Традиционно Якутия ассоциируется с алмазной отраслью, но за последние годы эта тенденция меняется. Так, в регионе активно развивается добыча нефти, газа, угля. И на текущий год уже поставлены амбициозные задачи по реализации новых проектов. 2021 год, безусловно, для нас это год выхода из проблем, которые 2020 год нам оставил. Уверен, что наши проекты в части минеральной сырьевой базы, они все пойдут вперед. У нас в 2021 году мы ожидаем в части золота, например, крупнейшего проекта, не даже для республики, а в целом для страны. Это Нежданинское золоторудное месторождение, группа компании «Полиметалл». Большие средства вложены, проект реализован. И в первую очередь в сентябре 2021 года уже вступит в работу. Это на самом деле событие для золотодобывающей промышленности в целом всей страны. Мы, безусловно, считаем, что 2021 год – это год начала реального роста Эльгинского проекта. Эльга-Уголь после смены собственников демонстрирует неплохие показатели уже к концу 2020 года. Ну и в 2021 году мы начнем, мы считаем, и реализацию этого крупнейшего проекта, который способен вывести Эльга-Уголь в число крупнейших угледобывающих компаний нашей страны. И мы уверены, что так и будет уже в ближайшее время. Напомним, что с января вступил в силу новый закон о дистанционном труде. Он позволяет максимально упростить регулирование режима удаленной работы. Ранее президент также дал поручения для развития системы занятости. Туда войдут цифровой оборот документов и другие платформы, которые регулируют взаимоотношения работодателя и работника с использованием современных технологий. Чего ждать, узнавал Максим Кардозу. Точно знать, сколько вы заработали за день – это вполне реальная возможность. Подобную систему уже тестируют в компании «Колмар», которая смело внедряет современные технологии не только в производство, но и в работу с сотрудниками. В будущем, мы планируем доступ организовать сотрудников к той информации, которая есть по их начислениям для них, для того, чтобы они могли это и контролировать, и как-то планировать свой, личный финансовый бюджет в том числе. То есть это что-то вроде такого личного кабинета, где сотрудник, может быть, с телефона, со смартфона подключается и проверяет или смотрит, какое произошло начисление зарплаты, какая ожидается выплата зарплаты. Причем в России разработано и приложение, где можно не только следить за пополнением счета, но и снимать с него деньги, не дожидаясь аванса.
это то, к чему мы придем. Может быть, не в полном формате, но как альтернатива уже устоявшейся привычной форме выплаты заработной платы 100% да. И если, наверное, не здесь и сейчас, через 3-5 лет мы придем к возможности выбора, чтобы у каждого сотрудника была возможность выбора, это будет действительно очень хорошо. Еще одно ноу-хау в сфере цифровизации рынка труда – это электронные трудовые книжки. Переход на подобный вариант добровольный. В Якутии уже 60 тысяч человек идут в ногу со временем. Как отмечают специалисты, это удобно и безопасно. Развивается онлайн-формат и в сфере предоставления госуслуг. Тысячи якутян уже смогли оценить возможность подать необходимые документы, не выходя из дома. Причем это касается не только, например, выплат пособий, оформления тех или иных документов. Проведена работа по цифровизации социальных услуг. На сегодня разработан и уже внедрен дополнительный сервис также на портале государственных услуг, который позволяет семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, также обратиться уже с непосредственно заявлением на предоставление, к примеру, психологической услуги, реабилитационной услуги, с просьбой оказать бесплатную юридическую помощь. За цифровизацией будущее, говорят специалисты, и современные технологии проникают в самые разные сферы нашей жизни. И в пандемию мы поняли, что это действительно может быть удобно. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва-Якутск. Детскую библиотеку Ленского района модернизируют в этом году. Произойдет это в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом Владимиром Путиным. Сообщается, что в декабре учреждение выиграло грант в размере 800 тысяч рублей на создание модельной библиотеки нового типа. Масштабные работы по модернизации планируется начать во втором квартале текущего года. И в сентябре-октябре она будет завершена. Модельная библиотека будет включать в себя 3 зоны. Основной фонд библиотеки с интерактивным полом и панелью, мультимедийный зал со смарт-телевизором и IT-зоной на 6 рабочих мест, а также зона для коллективных занятий. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники следственных органов. 10 лет назад был образован Следственный комитет, который ранее входил в систему органов прокуратуры. За прошедший год расследовали около 1000 уголовных дел. Подробности в материале Юрия Осипова. Геннадий работает в Следственном комитете уже больше 10 лет. Работа следователя была его целью, и он шел к ней еще со школьной скамьи. Он выбрал профильный класс, а затем поступил в специализированный вуз. Основным достоинством профессии он считает возможность помогать людям. Однако не скрывает, что есть в ней и свои сложности. Следователь – это не профессия. Лично я так считаю. Это образ жизни. Сталкиваться с судьбами людей, именно с пострадавшими, с лицами, в отношении которых были совершены преступные действия, а именно это, допустим, несовершеннолетние, малолетние дети, в отношении которых были совершены преступные действия. Как раз сложность заключается в том, что необходимо найти психологический какой-то контакт с несовершеннолетними потерпевшими, допустим. За годы работы Геннадий расследовал множество уголовных дел, и каждая из них оставила тот или иной отпечаток в памяти. Мы попросили нашего героя рассказать о самом запомнившемся деле. Он припомнил расследование, которое он вел еще в начале службы. Преступник на месте преступления потерял свой паспорт. То есть преступление было достаточно дерзкое. 2 потерпевших, супружеская пара, которым он умышленно причинил смерть. Под диваном одного из потерпевших я обнаружил паспорт, который принадлежал 3-му лицу. И как было в последующем установлено, что это паспорт преступника, который выронил в момент нанесения удара потерпевшей. Несмотря на пандемию коронавируса и сложности, связанные с ней, сотрудники Следственного комитета продолжали свою работу во благо людей. За прошедший год сотрудники Следственного комитета расследовали около 1000 уголовных дел. Определенные сложности все-таки, конечно, были в том плане, что не все ведомства работали в обычном режиме, и поэтому приходилось нашим сотрудникам, конечно, изыскивать любые возможности для того, чтобы направить материалы дела в суд, либо провести какие-то экспертизы. Но, тем не менее, как я уже сказала
этого, разумеется, наши следователи готовы ко всему. И можно сказать, что вот эта вот сложность, которая и настигла, можно так сказать, нас в этом году, она даже закалила в некоторой степени наших следователей, потому что они стали более подготовленными, наверное, с какой-то стороны, более оперативными. Сегодня сотрудники следственных органов отмечают свой профессиональный праздник. Следственный комитет был образован 10 лет назад, 15 января 2011 года. Ранее он входил в систему органов прокуратуры. Коллегам я хотел бы пожелать крепкого здоровья, терпения, неиссякаемой энергии, как в личной жизни, так и в новых свершениях во благо общества, государства, закона, мира, добра, как лично своим коллегам, так и их семьям. Юрий Осипов, Григорий Охлопков, Якутск. Сейчас короткая реклама. Смотрите далее в итоговых новостях. Перемерзшая канализация и водоснабжение, а двери в подъезд вообще невозможно открыть. В одном из столичных бараков люди живут в невыносимых условиях. В Алдане вместо 7 автобусов на одном маршруте осталось всего 3. Наш корреспондент разбиралась в проблеме. Его подход помогает школьникам в Нерюнгри полюбить королеву спорта. Расскажем о тренере по легкой атлетике. Продолжаем выпуск. Житель Мирного купил премиум-аккаунт в онлайн-игре и стал жертвой мошенников. В полицию обратился 44-летний мужчина. Он пояснил, что наткнулся на объявление о продаже премиум-аккаунта в популярной онлайн-игре про танки и решил связаться с продавцом. В ходе переписки стороны сошлись на 7 тысячах рублей, и потерпевший, отправив данную сумму, получил логин и пароль. После заключения сделки заявитель сразу зашел в игру и совершил несколько покупок, привязав свою банковскую карту к новому аккаунту. Однако на следующий день мужчина не смог выполнить вход в игру. Более того, с его банковского счета похитили 23 500 рублей. Все его попытки связаться с аферистом так и не увенчались успехом. Жильцы дома номер 47 по улице Кочнева в Якутске бьют тревогу. Дом практически непригоден для жилья. Перемерзшие трубы, текущая канализация, наледи, из-за которых невозможно выйти из подъезда, и жуткий холод. С проблемами жильцов ознакомился наш корреспондент Александр Хавренко. Незакрывающиеся двери, иней и сосульки на стенах и потолках подъезда, облупившаяся штукатурка и промерзшие трубы. Вот далеко не полный перечень проблем, с которыми постоянно сталкиваются жители этого дома. Ни ремонт, ничего не делалось, постоянно холодно, вода мерзнет. Ни двери, ничего не сделано, ни окно, даже чердак не сделан. Все продувает, везде все полы, все сломано, постоянно топит. Весной вот будет вообще катастрофа. Если в обычные те года была такая, а в этом году вообще осадков много выпало. Вообще будет катастрофа, вообще утонем здесь. Дом 1977 года постройки не видел ремонта с начала 90-х годов. В 2018 году дом признали аварийным и поставили сроки на расселение после 2025 года. Но жильцам с трудом верится, что ветхая двухэтажка достоит до этого времени. Я собственница этой квартиры, купила в 2017 году через материнский капитал. Дома у меня прохладно, пол прохладный, батарея еле-еле греет, только я камином только пользуюсь. И как, все. И в коридоре тоже все везде холодно, вода холодная нет, уже несколько дней, уже почти 2 недели воды у нас нету. Вот так и через отопление берем воду и все. Только узнав, что жильцы обратились в СМИ, управляющая компания отправила рабочих, чтобы заменить трубы холодного водоснабжения и отбить наледи у входа. Но жильцы уверены, что через пару дней вновь окажутся в плену, ведь УК устраняет последствия, а не решает причину их возникновения. Общаться с нами представители управляющей компании отказались, сославшись на занятость, но, по крайней мере, пообещали прислать плотника, чтобы сделать двери. Мы будем следить за развитием событий. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск. В Алдане вместо 7 автобусов, одновременно находящихся на городских маршрутах, осталось всего 3. Увеличен и интервал между маршрутками. По словам перевозчика, рейсы убыточны. Так ли это? В проблеме разбиралась Татьяна Вахнина.
К остановке вот-вот подойдет маршрутка. Пропустить рейс теперь особенно неприятно. Следующий автобус будет не скоро. Январь 2021-го принес жителям отдаленных микрорайонов, пользующихся общественным транспортом, сюрприз. Количество рейсов сократилось. Неудобно, если реже, конечно. В выходной день сейчас нет рейса, тоже очень неудобно. Потому что в выходной день всегда выезжаешь в город. Городскими пассажирскими перевозками занимается Алданская пассажиротранспортная компания. Ранее на городских линиях одновременно работали 7 автобусов. Теперь остались только 3. В декабре маршрутки ездили через каждые 30 минут. Сейчас один автобус ходит 3 раза в день, а второй с интервалом в час. Кроме того, в январе был отменен школьный автобус. По словам директора компании, рейсы оставлены в соответствии с возможностями. Еще в 2018 году и в 2019 году я обращался в соцзащиту, потому что мы работали по 220 закону организации пассажирских перевозок, где предусмотрено датирование, то есть возвращение части затрат по нерегулируемым тарифам. Мне было отказано. Работать в прежнем объеме для перевозчика означает себе в убыток. Однако в холодное время года пассажиропоток довольно большой. Чтобы общественный транспорт оставался доступным, городские власти ведут переговоры с рядом компаний. В согласовании с ГИБДД, с контролирующими органами, запустили школьные маршруты, в общем, которые вывозят детей и увозят. Конечно, проблем много. Сегодня разрабатываем и ищем транспортную схему на городе Алдан. Перевозчик работает по нерегулируемому тарифу. Проезд стоит 40 рублей. Ранее пассажиры могли сэкономить, купив проездной. Сейчас такой возможности у них нет. Льготные билеты не продаются. Работаем с органами местного самоуправления этого города Алдана, с администрацией непосредственно за главой, да, то есть постоянно в контакте, то есть чтобы все-таки решить данный вопрос, потому что это действительно один из социально значимых вопросов, тем более в зимний период. Горизонты деятельности любого предприятия во многом диктуют финансовые резервы. Тем не менее, перевозчик идет навстречу потребностям населения, минимизируя неудобства от своего ухода. Так, скоро будет пущен дополнительный маршрут, связывающий 2 отдаленных микрорайона. Между пассажиротранспортной компанией и общественной организацией «Дари добро» подписано социальное соглашение, рассказала председатель Мария Барамыгина. Продлена благотворительная акция по предоставлению бесплатных проездных билетов на маршруты 1А и 5А для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию до 31 мая 2021 года. Сложившаяся с пассажирскими перевозками ситуация останется таковой до 31 мая. По какому расписанию будут ходить маршрутки летом и будут ли, сценарии решения вопроса различны. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. В бизнес-инкубаторе Якутска завершается наружный косметический ремонт. В здании покрасили стены, заменили потолок, обновили кафель и светильники. Тем временем резиденты воплощают свои проекты. Всего работает 24 начинающих предпринимателя. Среди них Василий Алексеев недавно стал резидентом и начал свое дело в сфере туризма. Его база находится на 25-м километре Покровского тракта. Он построил якутский балаган, 2 дома и баню по канадской технологии. В скором времени в турбазе начнут работу по заливке катка и сделают горки. По словам Василия, в бизнес-инкубаторе созданы все условия для развития предпринимательства. Мы стали резидентами бизнес-инкубатора в этом году. Построили базу, закончили и подали документы на конкурс в ноябре. Прошли конкурс, и нам выдали помещение. Сейчас обустраиваемся, мебель выдали, все. Планов развить, комплекс сделать тур, чтобы клиенты без проблем могли тур купить. И уже с дома поехали, отдохнули, к нам приехали. 45 лет назад появился молодой город Нерюнгри. Спустя 4 года была организована первая детско-юношеская спортивная школа. Более 40 лет школа «Лидер» живет и работает благодаря энтузиазму и трудолюбию людей, посвятивших себя детям. С одним из тренеров школы встретилась наш корреспондент Екатерина Павлова. Сергей Докторов – тренер-преподаватель по легкой атлетике детско-юношеской спортивной школы «Лидер». В суровых климатических условиях Сергей Дмитриевич несет тепло своей души детям, показывая яркий пример ответственности и высокой дисциплины, удачно сочетая эти качества с человеческой добротой и отзывчивостью. Он добрый, мы его все любим.
Вот, и даже страшно. Вот, ну, все-таки когда-то придется покинуть стадион и, соответственно, тренера. Ну и страшно, не хочется. Спортивный путь Сергея начался еще со школы, с увлечения лыжами и легкой атлетикой. В спорте юноша достиг немалых успехов и сам захотел воспитывать спортсменов. Для этого поступил в физкультурный техникум. После его окончания в 1991 году начал работать с детьми. Долгое время Сергей жил и работал в родном Сумтарском районе. В Нерюнгри переехали с семьей в 2010 году. Сначала работал в районной администрации в отделе физкультуры и спорта специалистом. А потом уже опять своя стезя, тренерская работа. Моя работа меня радует. Сергей Дмитриевич отмечает, что легкая атлетика в районе на высоком уровне развития. У населения пользуется большим спросом. Спортсменам созданы все условия для тренировок, которые регулярно проходят на больших спортивных объектах, как сегодня в стадионе «Горняк». Есть успехи как раз в этом году. В связи с коронавирусом не поехали никуда. Вот так. Ну, ждем. Есть дети, еще есть маленькие детки, которые дают мне стимула заниматься ими, тренировать. Спорт объединяет и всю семью Докторовых. Дети и жена Сергея понимают всю полезность совместных занятий и прогулок и любят спорт. Ведь это здоровый образ жизни, и от него зависит настроение и успехи во всех начинаниях. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Берегите себя, не забывайте носить маски, соблюдать безопасную дистанцию. Всего доброго и удачных выходных.